Определена дата всенародного референдума в Таджикистане, во время которого граждане одобрят очередные поправки в Конституцию страны. Голосовать население отправится 22 мая, воскресенье. Все эксперты не сомневаются, референдум состоится, Конституцию примут, Рахмон станет пожизненным президентом, как и его коллега Нурсултан Назарбаев, и как еще один президент, который сейчас тоже переписывает основной закон под себя, Гурбангулы Бердымухамедов. Все подготовительные фазы референдума, одобрение парламентом и Конституционным судом уже пройдены. Завтра депутаты объявят официально дату голосования. Всем ясно, чем он закончится. Пока неопределенным остается только одно – во сколько же казни обойдется всенародное согласие с властью. Например, предстоящие парламентские выборы в Казахстане оценены ЦИКом в 22 миллиона долларов. Таджикский же ЦИК пока умалчивает цену плебисцита. В предлагаемом народе тексте будет удалено определение «основной закон». Действующий президент Рахмон как лидер нации сможет избираться на пост главы государства неограниченное количество раз. Его сын получит право в 2020 году выставить кандидатуру в президенты. Будет исключено право граждан на создание политических партий религиозного и атеистического характера. То есть запретить могут не только создание движения наподобие партии исламского возрождения, но даже и коммунистической. Так, в соседнем Казахстане недавно закрыли последнюю официальную оппозиционную партию коммунистов. До сих пор вопросы вызывает и возможность упразднения автономии Горно-Бадахшанской автономной области в составе Таджикистана. Впрочем, все вопросы об этом мог бы легко устранить ЦИК, опубликовав текст поправок, но он до сих пор держится в тайне.